Дорогое дитя, сегодня особенный день, потому что сам Бог обращается прямо к твоему сердцу. Почувствуйте мое божественное присутствие вокруг вас. Прочитав эти слова, вы получите исцеление, о котором просили, финансовое процветание, которого желаете, и мою безусловную любовь. Пусть огонь веры зажжется внутри вас, осветит ваш путь и приведет вас к полноценной жизни. Все возможно с Богом в вашей жизни, и благословения потекут в изобилии. Я заявляю, что сегодня против вас не одолеет никакое зло, будь то в области здоровья, тайм-менеджмента, финансов или семьи. Все, к чему вы прикасаетесь, будет процветать во имя Иисуса. Перед вами откроются двери финансового процветания, и процветание вольется в вашу жизнь. Вы будете хорошим распорядителем ресурсов, которые Бог вложил в ваши руки, и ваши финансы будут процветать благодаря благословениям. Богатство придет к вам без усилий, как бесконечный поток. Вы освободитесь от финансового бремени и погасите все долги. Ваша работа, финансы, здоровье и отношения будут тронуты моими чудесными руками, если вы досмотрите это видео до конца. Я здесь в каждой детали твоей жизни, чтобы изменить все вокруг тебя. Моя сила безгранична, и мои руки продолжают творить чудеса, превосходящие человеческое понимание. Даже если ты этого не осознаешь, за кулисами существования я работаю, ухаживая за каждой слезой, падающей из твоих глаз, превращая твою печаль в чистую радость. Ты не одинок, потому что моя любовь всегда рядом с тобой. Мне не нужно не давать, и бедность не твой удел. Я формирую вашу реальность, и богатство придет к вам в изобилии. Поверь, что ты заслуживаешь лучшего, потому что ты мой любимый ребенок. Для подтверждения напишите в комментариях «Аминь» и продолжайте до конца. Я провозглашаю исцеление в вашей жизни, потому что я могу исцелить все ваши раны, будь то физические, эмоциональные или духовные. Помните, что я великий врач, архитектор Вселенной, способный творить невиданные ранее чудеса. Доверьтесь моим силам, потому что нет предела тому, что я могу для вас сделать. Пусть надежда и вера найдут дом в вашем существе, потому что через них проявится мое чудесное исцеление. Я знаю всю боль и страдания, которые есть в твоем сердце. Ничто из этого не невидимо для меня, поэтому открой свое сердце и позволь мне позаботиться о тебе. Не бойтесь, ведь я неиссякаемый источник любви и милосердия, и хочу облегчить все ваше бремя. Мое дорогое дитя, ты навсегда окружен этой божественной любовью, которую я предлагаю тебе ежедневно, всегда рядом с тобой, независимо от времени и места, в счастье или печали, дома или вдали. Моя любовь не зависит от расстояния, я всегда здесь с распростертыми объятиями. Я заявляю тебе о своей любви громко и ясно, чтобы все и все в мире знали. Я никогда не буду стыдить тебя или отказывать тебе. Я свернул горы, столкнулся с испытаниями и со смесью радости и печали убедил тебя в твоем праве на мою вечную любовь. Кто сможет отнять у вас эту любовь? Кто сможет отделить тебя от меня? Не бойтесь, я игнорирую тех, кто продолжает обвинять вас несправедливо, лгать об ошибках, которых вы не совершали, или неудачах, которых у вас не было. Я поддерживаю то, что вы говорите, пока вы продолжаете распространять ложные слова, только удерживая вас от любви, которая может вас спасти. Что касается вас, не беспокойтесь о них,
они выбирают свой путь и сталкиваются с последствиями. Ваша работа впитала в себя любовь и доброту, которую я предлагаю сегодня. Живите полной и счастливой жизнью. Примите сострадание, которое я дарю вам сегодня, и не ждите, что получите его завтра. Приди ко мне и позволь мне наполнить твою жизнь этой божественной любовью. Наслаждайтесь этим, делитесь этим, мечтайте об этом, говорите об этом, и когда вы молитесь, делайте эти 3 вещи. Будьте благодарны, будьте более благодарны, а затем снова будьте благодарны за вечную любовь, которую я даю всем своим сердцем. Ты поистине особенный, избранный и глубоко любимый мной вечной божественной любовью. Я твой защитник, я защищаю тебя и твою семью. Я благословляю и хвалю все, что вы делаете. Живите в комфорте моей любви, живите в чистоте, которая вас окружает, мажьтесь святым маслом, которое исцеляет, оживляет, укрепляет и возрождает ваши забытые мечты, давая новые силы вашей утомленной душе. Не обязательно скитаться в одиночестве или цепляться за вредные привычки и негативные установки. Если ты когда-нибудь почувствуешь себя одиноким, помни, что я здесь, я люблю тебя и сегодня стою в этой любви. Свяжитесь со мной сегодня и ощутите новое существование, которое пульсирует внутри вас, полное мечтаний и целей. Рядом со мной у тебя нет недостатка. Каждое благословение, которым вы наслаждаетесь, исходит из моего небесного царства. Я источник вашего счастья и тот, кто сверху вливает процветание в вашу жизнь. Поэтому, когда небо серое или дела идут не по плану, помните, что у вас есть выбор. Вам не обязательно жить в изоляции или печали, просто поднимите руки к небу и поблагодарите за радость и мир, которые я вам подарю. Я держу твое сердце и чувства в своих руках. Я защищаю тебя и защищаю тебя с большой любовью. Я обниму тебя со всей своей любовью. Эти слова, которые ты услышишь, уберут всю боль. Я тебя люблю. Ты мой ребенок, даже если у тебя есть седые волосы или пятна на коже, я все равно буду любить и защищать тебя. Доверься мне и ищи убежище в моих объятиях. Вам нечего бояться, со мной вы в надежных руках. Мой Святой Дух наполнит вас любовью и добротой, изменит ваш характер и изменит ваши чувства. Ваше мышление, речь и убеждения полностью изменятся. Мои слова глубоко укоренились в вашем сердце, укрепляя вашу веру. Я слышал их крики и видел боль в их сердцах. Когда ты устаешь, я бегу защищать тебя. Вы столкнулись с неожиданными проблемами и встретили неблагодарных людей, которые пытались показать ваше разочарование. Я наблюдаю за ними, и удивительно, как они смеют использовать свои слова, чтобы ранить вас своим невежеством. Они так далеко от меня, что не видят, с кем на самом деле сражаются. Они не могут увидеть своими глазами, что ты находишься под моей защитой. Не вступай с тобой в сговор. Я разберусь с теми, кто пытается сломить твой дух, со всеми теми, кто пытается тебя сломить. Темные силы, считающие вас легкой мишенью, скоро узнают, с кем они имеют дело. Но сейчас убедись, что со мной ты в безопасности. Никакие повреждения не могут причинить вам вреда в этой области. Всегда есть страдания и плохие слухи о войне. Презирающие меня ходят во тьме, но души со смиренным сердцем и простой верой, подобные вам, преодолевают всех.
Не в серебре или золоте, не в славе и силе, но в моем святом духе, твоем святом источнике живой воды. Очистите свое сердце и укрепите свою веру. Желаю вам спокойного дня. Моя сильная рука направит тебя, защитит от незримых опасностей. Никакое вредоносное заклинание не приблизится к вам. Произнесите эти слова вслух и держите их близко к сердцу. Я покрыт силой крови Иисуса, мое дорогое дитя, никакое зло не может коснуться меня. Я приглашаю вас держать меня за руку и последовать моему примеру в новом путешествии, полном благословений и чудес, радости и очаровательных моментов. Вы много работали, и теперь пришло время отдохнуть. Запишите все свои переживания, запишите мысли и страхи, которые крадут ваше счастье, покой и уверенность. Я вам скажу, у каждого времени года есть цель. Как вы знаете, есть время быть храбрым и время отдыхать в моих объятиях и доверять своим путям. Пожалуйста, успокойтесь. Оставьте на время эти сложные задачи. Не уходите, пока не проведете некоторое время вместе, чтобы зарядиться энергией. Встаньте, когда будете готовы, но позвольте мне вести вас. Я научу тебя пути благословения. Я буду рядом, когда ты начнешь все сначала, дам тебе сил, когда ты справишься со своими трудностями, а затем обниму тебя. Вам суждено достичь вершины с обновленной верой и стойким духом, и когда мы будем там, мы разгоним тучи и осветим горизонт, чтобы вы могли увидеть грядущие благословения. Подобно прекрасному дождю, который покрывает землю, ваши желания и дары, которых желает Дух, прольются в вашу жизнь. Это действительно новый путь, и только мы с тобой можем идти вместе. Ты пытаешься осуществить мечты, которые я заложил в тебя раньше. Теперь вы видите, что в одиночку вам не справиться, слишком много препятствий и великих опасностей. Предстоящий путь может показаться трудным, но для меня он становится путешествием красоты. Любая проблема, с которой вы столкнетесь, не уменьшит вас, но увеличит вашу силу и счастье. Вы начнете видеть все глазами, ведомыми верой, и поймите, почему вам об этом напоминают каждый день. Если вы попробуете что-то, поверьте этому. Расширив видение своей веры, вы увидите, что эти грозные враги не так сильны, велики и важны, как кажутся. Они подобны львам, рычащим, чтобы напугать вас. Помните, что ваш Небесный Отец всегда с вами, днем и ночью, стоя, как могучий гигант, когда вы решите проявить силу и смелость. Знай, что я здесь и готов помочь тебе. Подойди, возьми меня за руку. А теперь пойдем вперед, идем вперед, чтобы получить твои благословения, неся в своем сердце мою любовь к тебе. Посмотрите, как я творю чудеса в вашей жизни, в ваших финансах и вашей семье. Прими мой мир. Не волнуйся. Просто верьте и доверяйте. Ни один враг не устоит и не одолеет мою волю и силу. Не бойтесь боли, последнее слово за мной. Я протянул руку, я строил с тобой планы, никто не сможет их отменить. Я хочу, чтобы ты рос, поэтому поздравляю тебя и помогаю добиться успеха. Приди ко мне всем своим сердцем, раздели со мной свои самые сокровенные нужды. Ты знаешь, я никогда не оставлю тебя. Желаю тебе всего наилучшего, пусть ты становишься сильнее духом и ближе ко мне. Ты мой ребенок,
и я дарю тебе этот подарок, новую главу, полную истинной радости и мира. Ваша способность любить останется нетронутой, и любовь, которую вы ищете, найдет ее в вашей жизни. Ты не будешь чувствовать себя опустошенным, потому что моя душа наполнит тебя. На твоем сердце больше нет тяжести, потому что моя любовь утешает. Ты не застрянешь в прошлом, потому что моя забота освободит тебя. Печаль, которую вы испытывали, была лишь временной и закончится теперь, когда вы получили благодать. Ваша жизнь, ваш дом и ваши близкие будут глубоко затронуты и изменены к лучшему. Я не хочу продолжать бороться с теми же проблемами. Здесь в моих руках мир, счастье, исцеление и гармония для вашего дома. Вы имеете право получить эти благословения. Обратите внимание на мое учение, крепко держитесь моей веры и не позволяйте себе отвлекаться на отвлекающие факторы, которые приводят вас к сомнению. Будьте осторожны с тем, с кем вы выбираете быть на своем пути по жизни. Не бойтесь, я всегда с вами, но будьте бдительны и берегите свое сердце от ложных друзей. Эти люди могут попытаться сбить вас с вашего пути, попытаться увести вас по пути, полному неопределенности. Я твой истинный путь, поверь мне без иллюзий. Я ответ на ваши проблемы, владеющий ключом к реальной жизни. Если вы отклонитесь от пути, вы заблудитесь, пытаясь найти дорогу назад. Приходите ко мне с открытым и честным сердцем. Почувствуйте мою любовь и благословение, которые я даю вам. Обещай мне, что ты это сделаешь. Ваши задачи трудны, я вижу вашу борьбу, ваши усилия и ваше отчаяние. Не забывайте, что в самых сложных ситуациях я проявляю свою веру. Лучшим решением, которое вы приняли сегодня, было довериться мне и поискать. Подумайте о своей жизни, о том, сколько испытаний вы преодолели, о борьбе, которую вы преодолели, о трудностях, которые вы преодолели, но при этом остались сильными. Ты действительно храбрый. Я очарован твоей стойкостью, твоя настойчивость трогает меня, пойми это. Я не оставил тебя, другие могут подумать, что твои успехи случайны, но удачи нет, моя направляющая рука с тобой в каждом успехе. Я отправляю это сообщение, чтобы успокоить вас. Не беспокойтесь, не позволяйте страху мешать вашим мечтам. Не стесняйтесь мечтать о многом и сталкиваться с трудностями. Я знаю, что я с вами, чтобы увидеть, как ваши планы сбываются. Остановись и подумай, мое дорогое дитя, ты на протяжении всей своей жизни проявлял огромное мужество. Вспомните время, когда все выглядело мрачно. Но ты выиграл, потому что доверял мне. Ты ни разу не потерпел поражения с тех пор, как отдал мне бразды правления своей жизнью. Так что наберитесь духа и продолжайте верить. Я знаю, что иногда трудно расслабиться и не потерять уверенность. Особенно, когда кажется, что все идет не так и конфликты стучатся в дверь, пытаясь ее полностью разрушить. Но сейчас, сын мой, ты затыкаешь уши от шума врага. Не слушайте угрозы страха и неуверенности, продолжайте идти и доверьтесь моим обещаниям. Я так сильно тебя люблю, что до того, как я пришел в этот мир, у меня был большой план на тебя. Я не оставлю слабого ребенка одного, я буду присматривать за тобой. Буду наблюдать за всеми подробностями твоей жизни, и я всегда буду рядом в каждую минуту. Перестаньте позволять печали управлять вами,
наполните свое сердце счастьем и продолжайте двигаться вперед глазами с верой, потому что успех гарантирован, и то, что у меня есть для вас, больше, чем вы можете себе представить. Я люблю тебя, продолжай, ты ушел, я твой небесный Отец, твой Бог, твой защитник. Я знаю твое сердце изнутри и снаружи, и вижу твои текущие проблемы. Я понимаю, что вы чувствуете, ситуация сложная. Делайте добро в молитве и проявляйте милосердие к тем, кто обидел вас. Даже если, несмотря на свою щедрую доброту, они упорствуют в плохом обращении с вами, подставьте другую щеку, если они снова причинят вам боль. Покажите им свою любовь до такой степени, что, как я отдал свою жизнь за своих детей, вы готовы бороться до конца, чтобы ваша семья признала меня, благословила меня и испытала свободу. Когда мир вертится и бушуют слухи о войне, вы никогда не должны переставать молиться. Напишите в своих молитвах имена людей, которых вы любите, скажите, чего вы хотите для них. Я уже знаю вашу жизнь и мысли, но хочу, чтобы вы использовали свою веру, чтобы научиться молиться о том, что действительно важно. Хотя окружающие вас могут бояться будущего, вам и вашей семье это не обязательно. Я всегда с тобой, поэтому ты должен быть готов. Пока другие поддаются страху, вы станете свидетелем невероятных событий. Признаки очевидны, ваше время свободы близко, но вы должны молиться, верить, быть терпеливыми и жить полной жизнью. Не бойтесь грядущего, верьте моим обещаниям, ибо я все могу. Я ценю твою любовь, скажи мне, что ты тоже меня любишь, мое сердце согревает, когда я слышу это. Не обращайте внимания на лжецов, избегайте сплетен. Не слушайте тех, кто вас осуждает, не обращайте внимания на слова тех, кто вас обвиняет. Не позволяйте эмоциям сбить вас с толку, игнорируйте тех, кто думает, что они лучше вас или правы. Реши встать и принять свою истинную сущность, любовь моя. Прощенный, спасенный и преображенный ребенок, полный смирения, радости, силы и удовлетворения. Перестаньте думать о том, что позади. Ты извинился и унизил меня. Я все контролирую, я разберусь с теми, кто против вас, с теми, кто пытается вас сломить, с теми, кто завидует продолжающемуся потоку моей благодати и благословений в вашей жизни, несмотря на ваши прошлые ошибки. Они не знают, не понимают, что ты раскаялся, что ты открыл мне двери своей души, что ты поставил меня на первое место, что ты решил любить меня изо всех сил, что ты поверил в план. У меня для вас безопасность, здоровье, процветание и благословение. Изобилие, которое я даю тебе, не приносит печали или долгового рабства. Я позабочусь о ваших потребностях в изобилии, чтобы вы могли жить в изобилии, не занимая денег. Те, которые могут погрузить вас в отчаяние, отнять у вас свободу и отнять радость. Еще раз напоминаю, мои слова всегда сбываются, мои правила тверды, и я не вру. От меня вы узнаете настоящую правду, так что верьте тому, что я говорю, и не обманывайтесь. Когда вы сталкиваетесь с проблемами своих противников, ищите мои учения, чтобы обрести спокойствие и стабильность, избегая любой путаницы в своих эмоциях. Я твой Бог, твой вечный и могущественный Отец, движимый любовью. Я пришел, чтобы найти тебя, спасти тебя, заботиться о тебе и всегда защищать тебя. Это мое вечное обещание, я люблю тебя, не теряй надежды. Чудо, которого вы ждали, происходит.
Я ждал тебя не просто так, с особой целью. Я намерен осыпать вас благословениями и дать вам понимание и знания для достижения великих целей. Ваш путь уникален, мои планы на вашу жизнь специфичны для вас. Не беспокойтесь о том, как я благословляю других или сравниваю ваши путешествия с их путешествием. Я обязательно благословлю вас и значительно увеличу ваш талант. Вам суждено добиться успеха, и вы станете источником благословения для многих. Это мое твердое решение, и оно сбудется. Все, что я вам даю, это для вашего благополучия, для вашего роста, чтобы вы всегда могли жить с радостью и свободой. Когда я прошу вас каждый день преклонять колени и преклонять сердце в горячей молитве, вы понимаете, почему вы горячо молитесь. Когда вы сталкиваетесь с новым испытанием, когда пришло время сразиться с врагом в бою, единственный способ победить – это ваши молитвы. Я хочу услышать твой голос, небесный мир дрожит, когда ты говоришь со мной с верой. Сохраняйте свою веру живой, держите свою душу бодрой, не подчиняйтесь страданиям тех, кто падает духом и перестает верить. Вам следует дистанцироваться от тех, кто хочет отказаться от вашей веры, а не ободрить вас, но вы не должны признавать свое поражение. Ты не из тех, кто отказывается от битвы еще до того, как она началась. Ты знаешь, что сражаешься не в одиночку. Ты видел, сколько раз я помогал тебе победить. Я был, я есть и буду с тобой. И когда ты почувствуешь слабость, запомни все, что я скажу. Подумай, прочитай еще раз. Отнесись к этому серьезно. Если ты против, это не игра, это не просто борьба, это завоевание. Храни это в своем сердце, тебе нечего бояться, отпусти свою тревогу, ты можешь быть спокоен, даже если снова заболеешь или потерпишь неудачу, моя любовь к тебе останется прежней. И возьмите на себя намеренное обязательство воплотить эту новую идентичность. Пусть это повлияет на ваше принятие решений, на ваши отношения с другими людьми и на каждый аспект вашей жизни. Действуйте самостоятельно, если вы терпеливы и осознаете, что личностный рост требует времени и что на этом пути вы можете столкнуться с проблемами и неопределенностью. Подумайте, насколько достаточно для вас моей благодати и как моя энергия сияет ярче всего там, где вам ее недостает. Помните, что Иисус Христос является образцом совершенного послушания. Идя по этому пути, не стесняйтесь обращаться к верующим вокруг вас за помощью и поддержкой. Черпайте силы из религии и любви. Пусть мое послание пронизывает ваше существо и направляет каждое ваше действие и решение. Не забывай, что мой новорожденный, тебя любят так, как не просто так. Знать, что я с тобой на протяжении всего процесса перерождения – большое утешение. Мне не терпится увидеть вас всех снова и провести чудесный Новый год, начиная с вас. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как новое творение, Дитя Божие и ученик Иисуса, вы сможете расти, служить и сиять на будущем пути, полном потенциала и перспектив. Используя простой и честный язык, эта работа призвана описать путь становления нового человека через религиозное возрождение, подчеркивая важность этой новой идентичности как ребенка Божьего и ученика Иисуса. Важно понять глубокую истину о том, что Святой Дух обитает внутри вас. В этот божественный момент вашего духовного путешествия Святой Дух больше не является временным присутствием, а является постоянной направляющей силой,
которая ежедневно наделяет вас силой и преобразует вас, чтобы отражать качество Христа. Присутствие Святого Духа внутри вас – это бесценный дар, который дает множество небесных качеств и способностей, которые позволяют вам проявлять любовь, величие и динамизм Иисуса в вашей повседневной жизни. Руководство Святого Духа в вашей душе подобно компасу. Он никогда не позволит вам отклониться от прямого и узкого пути. Во времена принятия решений и неопределенности Дух дает руководство, превосходящее человеческое понимание. Среди сложностей жизни эта небесная концепция дает вам руководство и вдохновение, необходимые для того, чтобы найти свой путь, мягко подталкивая вас в желаемом и правильном направлении. Это руководство поможет вам сделать выбор, соответствующий воле Бога. Еще одним аспектом этого чудесного присутствия внутри вас является наделение силой Святого Духа. Святой Дух благословил вас определенными способностями и качествами, которые улучшат вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей. Эти дары могут выражаться в сострадании, словах мудрости или проявлениях веры. В вас действует сила Духа, и все это ее признаки. Из многих способов работы Святого Духа в вас особенно важны перемены. Это медленный процесс, ежедневное привнесение новых идей и чувств, которые вместе с силой Святого Духа заставляют вас становиться более похожими на Христа на протяжении всей вашей жизни. Вы испытаете обильные духовные плоды – любовь, радость, мир, терпение, доброту, благость, веру, спокойствие и силу воли. Эти особенности видны не только с воздуха. Это продукт духовного огня, который очищает вас от всего лишнего и пробуждает вашу божественную сущность. Отказ от старых привычек и принятие нового образа жизни, отражающего лик Христа, это часть прекрасного и трудного пути перемен. Святой Дух всегда с вами, чтобы помочь вам в вашем путешествии, обеспечивая утешение, когда вы боретесь, уверенность, когда вам нужно торговать, и поддержку, чтобы продолжать идти вперед. Это изменение не только для вашей пользы. Его цель – смягчить вас, чтобы вы могли стать ярким примером любви и благодати Христа для падшего мира, который отчаянно в этом нуждается. Более близкие отношения с Богом могут стать вашими, если вы научитесь жить со Святым Духом внутри вас. Это включает в себя умение слушать Его голос и следовать Его руководству, зная, что вы не будете одиноки. Этот день характеризуется близостью, доверием и глубоким чувством покоя. Когда вы потеряете дар речи, Святой Дух придет и помолится за вас. Помните, что Святой Дух – источник мудрости и силы. Продолжая свой духовный путь каждый день, наклоняйтесь к этому небесному присутствию и позвольте ему направлять, наделять силой и преобразовывать вас. Следуйте его инструкциям, даже если это выведет вас из зоны комфорта. Ты там растешь. Когда вы участвуете в процессе перемен и когда вы можете праздновать каждый шаг вперед, каким бы маленьким он ни был, у вас есть способность более ясно отражать качество Христа и быть каналом Его любви и света в этом мире. Жизнь, сияющая Его славой, является основой вашего призвания как ребенка Божьего. Дорога впереди полна возможностей и обещаний, мое дорогое дитя. Если вы следуете за Святым Духом, в вашем распоряжении мощное оружие Святой Дух, который готов направлять вас, готовить вас и преобразовывать вас в образ Христа. Пусть присутствие Святого Духа наполнит вас страстью, смелостью и любовью.
Если рассматривать этот подход, то в этом стихе подчеркивается центральная роль Святого Духа в жизни верующего, где прямым языком описывается важность направляющего, наделяющего силой и преобразующего действия Святого Духа. Жизнь в качествах Христа. Его цели вдохновить на более тесные отношения со Святым Духом и большее доверие к Нему, когда мы путешествуем по обширному гобелену жизни со всеми ее путями и моментами. Знай, что это правда, и я всегда с тобой. Это не просто теоретическое утешение. Это выглядит действительно реально. Примите мое постоянное присутствие, когда я направляю, утешаю и защищаю вас в вашем путешествии. Одно из величайших благословений – это хороший совет. Я здесь, чтобы направить вас по пути, который может привести вас как к величию, так и к заботе. Как отец, так и сын, иногда путь кажется неопределенным, а выбор может быть пугающим из-за неопределенного будущего. Даже если вы не видите дорогу впереди, знайте, что я направляю ваши ноги. В это время мой голос часто говорит с вами беззвучно, либо через слова других, либо мягко подсказывая ваше сердце, ведя вас к истине. Утешение, как и другие заверения, может быть наполнено печалью, утратой и страданием, но когда это время придет, вы можете рассчитывать на то, что мои любящие пальцы обхватят вас и дадут вам утешение за гранью понимания. Мои утешительные слова не всегда предназначены для того, чтобы облегчить ваши страдания, а для того, чтобы напомнить вам о моей стойкой любви и надежде на лучшие времена впереди. В этом хаосе я рядом с тобой, успокаиваю твою душу и исцеляю твое разбитое сердце. Вас могут ожидать неожиданные опасности и трудные ситуации, но знайте, что я слежу за вами как ваш защитник. Хотя защита не гарантирует, что вы не столкнетесь с трудностями, она означает, что вы не столкнетесь с ними в одиночку. Во времена опасности или неопределенности ищите у меня утешения и силы, ибо я ваше прибежище. Попросите меня о помощи и почувствуйте вокруг себя мою защитную ауру. Ты всегда можешь рассчитывать на мою бессмертную любовь к нашей вечной дружбе. Ваше путешествие со мной важно, и я надеюсь, что каждый момент будет наполнен радостью и целью, зная, что вы не одиноки. Обратите внимание на признаки того, что я могу быть рядом с вами в течение дня, например, смех ребенка, красота заката или утешительные слова друга. Вот как я общаюсь с вами, чтобы заверить вас в своей любви и присутствии. Если вы не уверены или обеспокоены, приходите ко мне и излейте свое сердце. Я могу решить любую проблему, большую или маленькую. Основа наших отношений – открытый диалог, и я всегда прислушиваюсь. Пока мы говорим, мой голос, направляющий вашу жизнь, становится яснее. Знать, что тебя любят безмерно, руководствуются знаниями, утешают в горе и защищают от бед мое величайшее желание. Доступ к этой информации придаст вам сил в трудную минуту и позволит в полной мере насладиться радостями жизни. С моей безраздельной поддержкой начните свой путь с уверенностью, силой и уверенностью. Помните, вы ходите не один. Я с вами на каждом этапе пути, направляя, утешая и защищая вас. Наш союз особенный и нерушимый, и ты моя любовь. Это заявление представляет нашу связь, показывая глубину, широту и стойкость нашей любви к вам. Независимо от вашего выбора или ошибок, моя любовь к вам остается стойкой и безоговорочной. Примите мою любовь,
потому что это фундамент, на котором вы можете построить насыщенную и целеустремленную жизнь. Используйте знания моей любви, чтобы поднять свой дух и направлять свои действия, проявляя сострадание, доброту и прощение к другим. Мои пожелания тебе – это замечательные планы сделать тебя счастливым и не причинить тебе вреда, планы, которые подарят тебе надежду и будущее. Все эти идеи исходят из моей глубокой любви к вам, любви, которая стремится к вашему благополучию и полностью раскрыть свой потенциал. Ты мой любимый ребенок, и я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь всегда рядом с тобой, когда мы идем на прогулку. Лично я обожаю тебя, потому что это истина и обещание, которое невозможно изменить или отменить. Нет предела моей любви к тебе. Поздравляю, и я ценю ваше время, проведенное с вашими сверстниками. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео, подобные этому. Аминь, мой дорогой малыш. Бог обещал вам, что следующий день принесет необыкновенное событие, которое заменит ваши печали и беспокойство радостью и благами, превосходящими ваши самые смелые мечты. Пока вы этого не говорите, посмотрите это видео. День начинается, как и любой другой, с ежедневных задач и обязанностей, наполняющих вашу жизнь. Но есть намек на надежду, ощущение, что он не всегда будет таким, как другие. В течение дня вы узнаете больше о тонкостях вашего окружения, таких как солнечный свет, проникающий сквозь деревья, звук детского смеха вдалеке и прохладный ветерок на вашей коже. Как будто ваши чувства обостряются, и кажется, что солнце светит немного ярче, воздух свежий, что позволяет вам увидеть мир через новую линзу. Внезапно произошло нечто необычное. Вам на смартфон звонит старый знакомый, с которым вы давно не общались. Возникает вопрос, не является ли обещание всего лишь плодом вашего воображения. Разговор стал самым честным и увлекательным за последние годы, он возрождает связь, которую вы считали утерянной. Этот термин описывает серию удачных событий, нахождение потерянного сокровища, обращение за помощью к неожиданному незнакомцу и получение предложения о работе, которое кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Каждый раз твое сердце наполняется тоской и кажется, что груз, который ты несешь, поднялся. Постоянные спутники печали и беспокойства начинают исчезать, и вы можете почувствовать новое чувство удовлетворения и радости, заменяющее их. Вы чувствуете, что весь мир работает вместе, чтобы исполнить ваши желания и удивить вас так, как вы даже не представляли. Вы ловите себя на том, что думаете о событиях дня, когда они подходят к концу, а казалось бы, мелочах, произошедших за день, которые добавляют вам новой радости, а также о важных событиях, которые сделали этот день особенным. Теперь вы знаете, что блага могут быть разных форм и размеров, и что иногда самые простые вещи могут принести величайшее счастье. Осознайте, что произошедшее удивительное событие – это не просто изменение ваших обстоятельств, но изменение вашей точки зрения. Ложитесь спать с сердцем, полным благодарности. Обещание, когда ты видишь красоту вокруг себя, а не пытаешься ее изменить. Мой дорогой малыш, когда ты переедешь в страну грез, ты снова услышишь эти слова. На следующий день появится что-то необыкновенное, что заберет все твои заботы и проблемы и заменит их преимуществами, которых ты никогда раньше не испытывал.
Однако вы должны помнить, что обещание касается не только будущего. Пока вы восприимчивы, каждый день у вас есть возможности для счастья и благ. Все эти странные вещи не просто единичные случаи. Это трамплин к совершенно новому образу жизни. Вы научитесь искать необыкновенное в обычных, значимых отношениях, приветствовать помощь и находить счастье в неожиданных местах. Благодаря этим новым знаниям вы будете встречать каждый новый день с надеждой, готовые встретить любой вызов, с которым вы можете столкнуться, зная, что радость – это больше, чем возможность, это обещание. Ты понимаешь, что настоящее – это больше, чем день без печали и страха. Проходят недели и месяцы, и ты понимаешь, что значение дня всегда движет тобой. Делясь своим опытом, вы приносите радость и надежду другим. Ваша история станет свидетельством силы веры и изменяющих жизнь чудес оптимизма. В конце концов, обещанное вам необыкновенное путешествие превращается в нечто большее, чем краткий момент радости. Это становится постоянным путешествием открытий, путем, полным радостных наград и непоколебимой веры в то, что бы ни преподнесла вам жизнь, всегда есть за что быть благодарным, повод для улыбки. По пути вы становитесь больше, чем просто человеком, получающим благословение. Будьте тем, кто распространяет доброту и радость, куда бы вы ни пошли. Это было выполненное обещание, жизнь изменилась не одним счастливым событием, а серией взаимосвязанных мелочей. Наслаждайся этим видео нежным, но глубоким утешением, мое дорогое дитя, которое пронзает твою душу этим мирным утром. Если вы любите Иисуса и продолжаете идти по этому пути, это самое необычное и чудесное, что может случиться с любым из нас. Давайте смотреть на мир с сердцем благодарности и сердцем, открытым для бесконечных возможностей радости и благословения. Но сначала вам нужно уточнить у Него. Наслаждайтесь тем, как Он запланировал для вас. Эти слова, полные надежды и утешения, прольют свет на грядущие дни и дадут доброе руководство. Отправляйтесь в это путешествие с обновленным чувством религии, даже если предстоящий путь полон неопределенности и неожиданных поворотов. Выгравированное сообщение проведет вас через каждый шаг. Чувство покоя приходит от веры в то, что вы не идете по этому пути в одиночку и что каждый шаг способствует достижению большей цели. Дорога не всегда гладкая. Иногда кажется, что существуют непреодолимые препятствия, огромные пределы и очень далекая цель. В таких случаях сообщение служит постоянным напоминанием о необходимости мыслить шире, чем вы сами. Главное – превратить трудный опыт в возможности. Для личностного роста, а не для препятствий, и верьте, что все это часть великого божественного плана, призывающего вас к будущему. Путешественники, отправляющиеся в свои путешествия, часто разделяют вас, обещают потусоваться с вами какое-то время, научат вас основам, а затем отправляются в путь самостоятельно. Некоторые становятся друзьями на всю жизнь. Пребывание с ними приносит огромное счастье и комфорт. Вы познаете радость взаимопонимания и силу ободрения и поддержки друг друга. Благодаря этим отношениям ландшафт, через который вы проходите, будет меняться со временем. Бывают моменты, когда наполняешься благодарностью и трепетом перед величием творения, перед удивительной красотой происходящего. Будут моменты света и ясности, когда дорога свободна, но будут и моменты тьмы и сомнений,
когда небо наполнится цветами оптимизма. Горы – символы силы, реки обновления, и все они приглашают вас остановиться, сделать глубокий вдох и вспомнить послание, которое привело вас сюда. Мягкий толчок продолжать идти, принять невидимое и найти утешение, зная, что может быть целью. Послание делается в самые темные часы, когда он шепчет в твоем сердце. В то же время вы цените каждый день таким, какой он есть, даром сам по себе, а не просто целью, которую нужно достичь. Само путешествие учит быть терпеливым, стойким и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Маленькие вещи в жизни могут принести вам больше всего радости. Разговор с совершенно незнакомым человеком, вид, как смеются ваши дети, или тихая ночь. Ссылки, которые вы раньше игнорировали, теперь занимают особое место в вашем сердце. Ваш путь начинает расширяться по мере того, как вы все больше принимаете путешествие и его автора, и обнаруживаете, что с каждым неясным шагом становится легче принять истину. Вы понимаете, что добраться туда важно, но самое важное – это путешествие. Благодаря урокам, которые вы изучаете, связям, которые вы устанавливаете, и неожиданным моментам благодати, которые случаются на вашем пути, вы формируетесь таким человеком, которым вам предназначено быть. Еще один важный навык для вашего путешествия – это способность отпускать контроль во всех аспектах. Капитуляция позволяет в полной мере ощутить путешествие со всеми его взлетами и падениями, радостями и трагедиями. Это освобождает. Хотя вам, возможно, иногда было трудно следить за дорогой, по которой вы идете, вы не помните, как гуляли в одиночестве. Вы меняетесь так, как никогда не могли себе представить, путешествуя. С каждым шагом вы становитесь сильнее, добрее и чувствительнее к чуду и красоте многих сторон жизни. Когда ты достигаешь своей цели, ты понимаешь, что это не конец, а новое начало. Послание, которое началось как путеводный свет, становится неотъемлемой частью вас, постоянным напоминанием о том, что нужно принять свое истинное «Я» и найти радость в путешествии. Вы подходите к этому моменту сознаниями, силой и сердцем, полным благодарности за то, что вы приобрели в своем путешествии. Вы с гордостью и удовлетворением оглядываетесь назад на пройденный путь, зная, что каждый шаг был частью большего плана, опыта, созданного с любовью и смыслом, а не с сожалением. Возлюбленные, вы готовы встретить новые вызовы и возможности, и послание все еще сияет на вашем пути. Когда вы примете это как истину вместе с ним, вы будете наслаждаться путем, который он запланировал для вас, и будете знать, что доберетесь туда. Эти слова, которые теперь являются частью вас, напоминают вам, что жизнь – это путешествие, которым нужно наслаждаться в полной мере. Двигаясь вперед, храните в себе мудрость прошлого, надежду на будущее и твердую веру в то, что бы ни случилось на вашем пути, вас направляют, любят и организованы. По мере его приближения вы начинаете испытывать легкое чувство беспокойства. В тишине вашей утренней молитвы слова, сказанные вам, звучат более глубоко. Что-то очень ужасное приближается к твоему дому, мой дорогой и дорогой ребенок. Эти строки, наполненные чувством тревоги и срочности, вырисовываются сегодня в последние часы солнечного света. С каждой секундой надвигающаяся опасность становится все более заметной, бросая тень на неспокойный день.
Вы чувствуете вновь обретенную способность концентрироваться, как лазер, во время выполнения повседневных дел. Думать о том, что должно или не должно занимать ваш ум. Какая встреча требуется? Когда солнце садится, в вашей голове кружатся идеи, казалось бы, неразрешимых решений. Небо украшено оранжевыми и малиновыми цветами, потому что это цвет горизонта. Возникает аура тревоги. Обычные звуки ночи кажутся тихими, как будто мир природы чего-то ждет. Дважды проверив все дверные и оконные замки и убедившись, что ваш дом максимально безопасен, вы также можете связаться с соседями и сообщить им о мерах предосторожности, не создавая при этом проблем. Крайняя паника. Вы создаете сообщество наблюдателей, пообещав защищать друг друга в любое время ночи. Дух товарищества в группе снимет стресс и покажет вам, что вам не грозит то, с чем можно справиться в одиночку. Посреди ночи вы убегаете в укромное место, надеясь найти проводника и избежать окружающих вас опасностей. На этот раз, когда вы воспроизводите их в своем уме, они сопровождаются ощущением божественного присутствия, уверяя вас, что о вас заботятся, даже когда вы чувствуете угрозу. Среди вашего растущего беспокойства, когда ночь сгущается, каждый звук становится громче, а каждая тень угрожает, вы чувствуете, как мир окутывает вас. Вы понимаете, что сегодняшнее предупреждение – это больше, чем просто знак удачи. Это также призыв к укреплению отношений с окружающими вас людьми и достижению консенсуса относительно уровня безопасности, выходящего за рамки физической защиты. Время идет, и надвигается неминуемая опасность. Его характер остается загадкой. С другой стороны, вы и ваши друзья изменились, просто готовясь вернуться в сеть. Глубокие разговоры выявляют схожие проблемы и цели, выходящие за рамки поверхностных. Когда наступила ночь и свет рассвета появился над горизонтом, вы почувствовали коллективную силу и готовность поддержать друг друга, чего никогда раньше не видели. Произошло что-то большое, хотя мир выглядел по-прежнему. Несмотря на свою непрозрачность, предупреждение имело значение. В последующие дни, вспоминая ту ночь, вы чувствуете большую связь с окружающими и лучше понимаете свои общие сильные и слабые стороны. Вы также лучше подготовлены к решению проблем не только индивидуально, но и как сеть. Благодаря предупреждению люди стали более ответственными и осознали, что безопасность – это проблемы, которые затрагивают все общества, а не только их самих. Общество. Курсы по мониторингу приложений и сетевой защите выросли из случайных дискуссий о готовности к стихийным бедствиям. Первоначально мутная сетевая среда превратилась в настоящую систему наблюдения и защиты. Хотя предсказанное негативное событие не материализовалось, как ожидалось, оно положило начало процессу, который приведет к повышению осведомленности и взаимной поддержки в будущем. Как только ваши первоначальные страхи и сомнения исчезнут, у вас появится более сильное чувство цели и духа товарищества. Важно помнить, что предупреждение – это не только возможность пережить мгновенную угрозу, но и создание прочного наследия готовности и единства. Это празднование станет памятником силе единства и важности прислушиваться к предупреждениям, которые больше не воспринимаются как признаки обреченности, а как возможности для роста и укрепления. Оно учит нас, что опасность, реальная или воображаемая, может привести к большим переменам,
если люди объединятся, чтобы защищать и ободрять друг друга. Размышляя об их действиях, вы увидите, что реальная опасность – это не случайность, а выскальзывание материала из сетки, движимое удовольствием и изоляцией. Это предупреждение, это тревожный звонок, напоминание о том, что мы всегда должны быть внимательны не только к опасности, но и к связующим нас узам. Уроки, которые вы усвоили той ночью, вплетены в ткань вашей жизни. Наряду с воспоминаниями о той ночи, исследование в конечном итоге приводит к пропаганде устойчивости сообщества. Это когда-то тревожное предупреждение с личными историями, напоминающими нам о силе воли и жизненной силе объединения, теперь является руководством, доказательством того, что всегда есть возможность стать сильнее и более связанными. И больше внимания уделять защите всеобщего благосостояния. От сомнения к прозрению вы откроете для себя истинное значение сетей и вечную силу веры. Просто помните, что хотя во многих документах содержится опасность, ответные меры, основанные на подготовке, единстве и вере, могут превратить страх в силу и стойкость. Этот опыт подчеркивает идею о том, что, столкнувшись с проблемами, объединенная душа может их преодолеть, создавая более прочные связи и более бдительный способ защиты. Слышите ли вы небесное предупреждение или прислушиваетесь к проблемам окружающих? Этот опыт показывает, насколько важно слушать. Жить в страхе значит не быть бдительным. Кроме того, они бдительны и готовы помочь и защитить друг друга, когда возникают проблемы. Ночь ухода становится важной частью ваших личных и коммунальных записей. Поскольку ваша жизнь продолжается в обычном темпе, это становится острым напоминанием о силе религии, бдительности невидимого и силе общественных действий. Сегодня вечером, мой дорогой малыш, хотя поначалу это кажется концом света, на самом деле это становится движущей силой роста и единства. Ваше удовлетворение подает пример другим, побуждая их задуматься о том, как укрепить свое сообщество и превратить предупреждение в возможности для позитивных изменений. События той ночи учат нас важности проявлять инициативу перед лицом потенциальной опасности, необходимости хорошо скоординированной сети и ценности использования превосходного электричества для защиты и направления. Сегодняшнее общество лучше структурировано не только для предотвращения случайных рисков, но и для помощи друг другу в решении общих проблем. Это наследие, которое нужно сохранить. Друзья и соседи заботятся друг о друге. Информация и ресурсы находятся в открытом доступе, а сильное чувство сопричастности способствует общей приверженности обеспечению безопасности и защиты. Необходимость соглашения наглядно демонстрируется предупреждением о катастрофическом событии. Воспринимайте небесную навигацию как напоминание о том, что природа случайности также может быть неизвестна. Осознайте коллективную силу сетей и воспользуйтесь возможностями для реальных людей объединиться во времена неопределенности. Эта реакция проливает свет на истинную природу сети и вечную силу единства и доверия. Вы узнаете, что избегать опасности не так важно, как встретить ее мужественно, подготовленно и при поддержке окружающих. В вашем путешествии это видение станет больше, чем просто остановкой на одну ночь. Оно становится началом вашей жизни, источником мотивации и мерой за ее пределами. Мы можем превратить даже самые ужасные предупреждения в возможности для роста, стабильности и укрепления связей с окружающими.
Жизнь является доказательством того, что у нас есть воля к объединению с доверием и готовностью. Иногда нам может потребоваться волнение и комфорт. Иногда нам кажется, что мир лежит на наших плечах, и мы понятия не имеем, что нас ждет в будущем. Но бывают моменты божественного вмешательства, которые напоминают нам, что мы не одиноки и что высшая сила наблюдает за нами, мое дорогое дитя. Представьте себе, что вы получаете послание свыше, послание, которое приносит утешение и надежду. Начало было весьма неожиданным. В течение следующих 72 часов вы получите финансовое вознаграждение, которое изменит жизнь вашей семьи к лучшему. Не может быть никакого религиозного возрождения или философской мысли. Мы можем только удивляться и удивляться, когда понимаем смысл этих предложений. Конечно, такие милости могут появиться из ниоткуда, но важно помнить, что чудеса часто случаются тогда, когда мы меньше всего их ожидаем. Пока мы размышляем над этим посланием, нас ждут следующие 24 часа, полные надежд и волнений. Когда мы находимся в наших самых слабых местах и нуждаемся в божественной помощи, мы можем только предвидеть эти неожиданные благословения и ждать, чтобы увидеть, как они повлияют на нашу жизнь. По мере того, как 72-часовое окно подходит к концу, мы чувствуем, как высшая сила подталкивает и вдохновляет нас к лучшему будущему. Тогда, как по волшебству, ожидаемые нами блага материализуются на наших глазах, как сон. Кажется, мы вступаем в новую эру процветания и счастья, как будто мир организовал излияние благословений, чтобы вывести нас из бедности. Слезы покатились по нашим щекам, когда мы осознали значение того, что произошло. В ближайшие дни и недели, благодаря чудесам нашей жизни, мы сможем расслабиться и насладиться нашими новыми преимуществами. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы распространять любовь и доброту, куда бы мы ни пошли, делясь тем, что у нас есть, с теми, кому повезло меньше. Мы помним, что настоящее богатство заключается не в материальных благах, а в способности изменить мир к лучшему. Размышление над вечным посланием, изменившим нашу жизнь, напоминает нам о силе религии и чудесном вмешательстве Бога. Мы все любимые дети доброй и щедрой Вселенной, способные на чудеса, и с какими бы трудностями мы ни столкнулись, мы не одиноки. Посреди космоса, далеко за пределами того, что мы можем себе представить, находится любящее и доброе присутствие, которое направляет и защищает нас. Сообщения приходят к нам мягко, особенно в те тихие моменты, когда мы готовы их принять. Иногда эти сообщения приходят в форме обещаний, вызывая чувство волнения и возможностей. Мы размышляем над тяжестью этих небесных обетований, с растущим желанием ожидая их исполнения. С течением времени мы начинаем лучше осознавать знаки и возможности вокруг нас, ища признаки того, что обещание выполняется. Если нам повезет, мы сможем заметить небольшие изменения в нашей жизни, которые добавят процветания. Возможно, это внезапная возможность сделать более успешную карьеру или неожиданный приток клиентов для нашего бизнеса, который приближает нас к финансовой свободе. С каждым месяцем будущее подталкивает нас к оставшейся цели. Мы продолжаем верить, что финансовая независимость – это реальность каждый день, и эта вера помогает нам сосредоточиться на нашей цели. Действуя импульсивно, мы максимально используем каждую возможность,
которое появляется на нашем пути, будучи уверенными, что все сложится к лучшему. Я подниму тебя и осыплю таким количеством благословений, что даже те, кому ты завидуешь, удивятся и не узнают тебя. Ты мой выбор, и я не позволю тебе потерпеть неудачу. Они могут попытаться сбить вас с толку, но увидят только свое падение. Я даю тебе великую силу и даю проницательность, чтобы понять планы тех, кто тайно сговаривается против тебя. Я даю вам мудрость и понимание, чтобы вы могли не обращать внимания на ситуации, когда другие пытались причинить вам вред. Сегодня я даю вам бесчисленные благословения и обещания. Ты будешь превозносить и чтить мое имя во всех своих начинаниях. Удалите весь страх из своего сердца и разума. Я с вами в победе, если вы мне доверяете. Верьте в мои обещания, и я проведу вас через ваши испытания. Не бойся моего присутствия, у тебя особое место. Не имеет значения, если некоторые люди отвернутся от вас, даже если вы относитесь к ним с добротой и уважением. Сегодня я хочу укрепить ваш дух, разум, тело, чтобы вы больше не грустили и не унывали из-за таких неудач. Вам нужна любовь добрая, святая, совершенная, вечная и истинная, и это любовь, которую я даю вам. Люди, причиняющие вам боль, притворяются, что предлагают вам любовь, но всегда хотят чего-то взамен. Теперь вы будете освобождены от этого рабства. Вы больше не будете зависеть ни от кого в этом мире. Вам не обязательно слышать комплименты, чтобы чувствовать, что вас ценят. Вас не волнует, игнорируют ли они вас. Они приходят к вам только тогда, когда им что-то нужно или они совершают ошибку. Я разрываю все цепи, связывающие вашу душу и эмоции. Я избавлю тебя от господства зла, которое ты испытал из-за твоей благонадежности. Ваш враг может показаться светочем добра, стремящимся забрать то, что принадлежит вам. Однако он не гонится за вашим богатством или земными владениями. Твои земные владения не имеют для меня значения. Я хочу, чтобы у тебя была жизнь, свободная от печали и отчаяния. Ты будешь жить ради меня и будешь очень сильным. Вас не волнует, что другие будут игнорировать вас или слепо доверять людям, какими бы хорошими и честными они ни были. Вы обретите истинное мужество и радость, когда оцените мое учение, примите мою любовь к вам и терпеливо будете ждать благословений, которые я приготовил для вас. Я не хочу, чтобы ты проводил дни в одиночестве. Вам нужно только покоиться в смиренной и благодарной вере, доверяя моей любви и силе. Я сделаю для тебя много хорошего. Ты будешь счастлив. Давай, поверь мне. Я удивлю тебя. Приходите ко мне каждый день, подтверждайте мою веру. Что будет тяготить тебя сегодня? Я вижу твою печаль, я слышу крик твоего сердца, и мне надоела твоя забота. Ваше отчаяние глубоко, но вы обращаетесь ко мне в печали и ищете утешения и облегчения, и это правильно. Я тот, кто может изменить вашу ситуацию сейчас, и я готов вам помочь.